принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Привет всем! В эфире передача «Мой спорт». Сегодня мы вам расскажем о экстремальном виде спорта, это мотокросс. Антон, расскажите, пожалуйста, о своем клубе немного. Наш клуб занимается мотокроссом. Мотокросс это является техническим видом спорта. На протяжении 4 лет существует наш клуб. Пытаемся возродить, грубо говоря, то, что было разрушено после перестройки, то есть спортивные технические виды спорта. Наш спорт очень экстремален, азартен. В нашем клубе насчитано где-то около 50 человек. В основном ребята от 7 до 20 лет. Спорт очень интересный. Да. Люди стремятся. Не хватает техники из-за спонсирования. Я занимаюсь 5 лет. Скажите, пожалуйста, расстояние трассы какое здесь? Трасса составляет примерно 1 километр. Заезд производится на время, не по количеству кругов. Допустим, у самых маленьких 10 минут плюс 2 круга. Это класс 50, где ребята занимаются до 12 лет. Класс 85, это до 16 лет ребята занимаются. Там у них 15 минут плюс 2 круга. Класс 125, юноши. Ребята уже до 20 лет, уже повзрослее, 20 минут плюс 2 круга. И взрослые, открытый класс, 25 минут плюс 2 круга. Понятно. Я так понимаю, в ваш клуб могут вступить каждый желающий, да? Да, конечно. Люди, поддерживающие спортивный образ жизни, могут вступить. Особенно кто любит мотокросс, да? Да. А что касается девушек, скажите, девушки тоже Девушки у нас тоже, кстати, приходят. Бывает, есть такие азартные дамы. Что скажете про травматизм в этом спорте? Со стороны наш спорт кажется очень опасным спортом, травматизм, но, к сожалению, он находится только на 8-м месте по травматизму, после легкой атлетики, велоспорта и так далее.
Вот, допустим, новый человек пришел к вам, да, вообще не знающий ничего о мотокроссе, да, сколько продлится его обучение, чтобы он уже нормально точно так же ездил с вами по трассе? Вначале он как бы, ну, должен приходить на тренировки, помогать нам как бы, делать трассу, ремонтировать ее. Потом с ним проводится инструктаж по пользованию смазочных материалов, там, болгарки, молотки, вот как бы. То есть люди, которые к нам приходят, они даже умеют держать молоток, крутить болты. То есть это как бы отчасти бесплатно все. И люди вполне становятся мужчинами, которые умеют все. Как бы проводится инструктаж. Клуб СТК «Столица» специально для программы «Мой спорт». Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт. В следующем видеосюжете смотрим продолжение тренировки Виктора Константиновича Субурусского. Ну это они стоят, потому что все так стоят. Имитируем атаку. Да, имитируют атаку. Мы нападать тоже не будем. Нападать тоже не будем, потому что нападать, если... То есть, когда нападаешь, все равно рука, нога... Нет, это просто у людей стереотип такой. Нужно стоять так, по всем фильмам, да. А ну, фронтально. Фронтально это сближает, ну, приближает противника. И так удобнее, у нас стойка, у нас не просто стойка, так, фронтально, встал, подсел, на одном уровне, так чуть-чуть назад. В этом состоянии мы маленько подпружены всегда. У нас мы с этого состояния куда угодно можем чем угодно заехать. Идти в любую сторону, упасть, перекатиться, все что угодно. Потому что стойка болевая. А с этой стойки ты ничего не делаешь. Это на ринге туда-сюда ходить, то говоришь, выстрел вперед. Ну какая мне разница, взял, забрал. Разницы нет. Раз, забрал. Это заклинал, потому как заклинал, потому что на рычаг хороший, вытаскивается. Но можно не заклинать, можно просто где-то. Можно на руке брать. Как угодно, это разницы нет у нас. Мы можем выбивать. Можем так движенечко, да? Раз, движенечко, плоскость пошли, везде в плоскость. Нигде ничего не режет. Естественно, все с ударами идет. Это не просто будет. Это раз, оп, движение, раз, будет. Там уже он, собственно, упал. Вот, встреча, понимаете? Это встреча просто составляет, да? С ногами будешь, что для разнообразия. С ногами, это руками, все. Если вот бей, прямой, да? Движение сперва. То есть через заклинивание. Загружен. Это дальше, чтобы по-настоящему, начнем коленом сперва падать, чтобы нанести, потом мы нанести. Да. Ну, снимаем везде, удар быстренько пошел, движение назад, движенечко, опять плоскость, не сбивает, человек проходит. Но мне тут повернуть, и он сходит. Силу я просто медленно движение. Вот. Я раз и просто поверну. Шагнет вот так, динамик добавим, хоп, он развернется сюда. То есть это я не толкаю, это меня заталкивает. Я не толкаю, я на одном медленно. Палец. Раз, все. Палец встретил, провернул, и рука прошла вниз. То есть это нам достаточно. Просто поставили и повернули. То есть там ничего не надо. Та же самое, побыстрее, нормально, то же самое, входим, плоскость, но здесь особенности выглядят, как будто аппарат, здесь тяжело, если вы начнете что-то типа блока ставить, просто перевесить и ударить, напор также, нельзя брать на таких жестких, он перекатится. Поэтому опять только вхождение в плоскость. Просто можно поднять вверх, и она может создать плоскость. То есть контакт на основании получается, да, всегда? Ну, не всегда контакт, это у нас тренировочно на месте. Также вот я вошел сюда мимо, я вошел в плоскость сюда. Мне этого достаточно, чтобы вот это движение,
чуть посильнее, если удержал его, упадет, понимаете. Движение, если выше движение, то же самое, да? Ты же вернул длинная, баланс. Это не, так сказать, не столь... С левой стороны. Да, с левой стороны. Разницы нет, понимаешь? Куда я его сюда поставил? Медленно. Вот это движение медленно. Вот ходишь, вот это вот. Все. То есть переводишь, он и так в движении, он и так идет, понимаешь, он идет. Направляешь. Человек ударит всегда, все ходит, он летит постоянно. Он в этот момент он переносит вес сюда, он в полете, у него опоры нет, у него опора на носке точка. То есть он ничего не держит. Нужно просто, и он туда входит мягко, никуда он не денется. Но если я... Как ты говоришь? По ноге. Ну, да, разные уровни. Вы думаете, разные. Вот. Да. Да. Та же картинка. То же самое. То же самое расскажу. Принцип один. Опять движение пошло, а во-первых, короткое. В него бояться не надо, понимаешь? Или будет так, или он будет, вот, замах там обязательно большой будет. Обязательно набег будет. Сюда движение. Все. Бесплатная городская справочная 390-111. Запишите наш номер, он вам обязательно пригодится. 390-111. Следующая информация о светотерапии. Система светотерапии существует как терапевтический метод воздействия на ткани уже более чем 20 лет. Светотерапия применяется уже в медицинских учреждениях, в салонах красоты в более чем 40 странах мира, а также она стала частью повседневной жизни миллионов семей. Светотерапия применяется для заживления ран и восстановления тканей, для снятия болей, в ревматологии, а также в спортивной медицине. Именно снимает переутомление мышц, стимулирует двигательную систему, уменьшает мышечные боли и боли в суставах. Это прекрасное дополнительное лечение при ушибах, переломах, растяжении связок, подвывихах, вывихах, порезах, гематомах. Существует 3 вида медицинских прибора. Диаметр 15 см, диаметр 11 см и 4 см. У нас в Якутске применяют очень широко светотерапию в ожоговом центре, в детских садах, в салонах красоты, в школах для профилактики детей заболевания ОРЗ и гриппа, в спортивных комплексах, а также и в домашних условиях. Благодаря современной технологии и дизайну приборы просты в использовании и безопасны. Пользуйтесь на здоровье! Наслаждайтесь жизнью в полной мере с лидером в области светотерапии. Клинически проверенный прибор Биоптрон – это безопасное и эффективное лечение спортивных травм и болей различной локализации. Биоптрон от Scepter Medical. Время нашей передачи заканчивается. Любители спорта, до новых встреч. До свидания. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра,